Все самое передовое здесь. Аграрный оазис, так называют Шатиловскую опытную станцию. Сегодняшний день поля – праздник всероссийского масштаба. Многочисленные гости, а среди них и ученые с мировым именем, утверждают, эта площадка заслуживает особых похвал. Именно отсюда, с Шатиловской станции, по-другому ВДНХ, под открытым небом, самые передовые наработки ученых шагают по всей стране. Сегодня здесь свыше 400 сортов. Мы считаем, что Шатиловка – это сердце аграрной России. И все делали для того, чтобы отсюда в производство шли новые сорта, гибриды. Шатиловка для нас значит очень многое, потому что корни наши в Россельхозакадемии. Именно там была идея проводить Всероссийский день поля на полях Орловщины. Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Мурат Зязиков и губернатор Вадим Потомский приехали поздравить лучших аграриев и селекционеров страны с праздником, который уже давно вышел за пределы области и сплотил регионы. Сегодня очень много делается и руководством области для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, для создания рабочих мест, для действительно, чтобы была сельскохозяйственная продукция на высочайшем уровне. Именно такие встречи – лучший способ заглянуть в перспективы агросферы. В Орловской области они весьма радужные, говорит заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков. Губернатор Потомский, он на самом деле, вот, в хорошем смысле этого слова, в полном таком емком, это амбициозный и особо определены приоритеты и развитие социально-экономическое развитие области, и решение социальных проблем. Но самое главное, конечно, это аграрный комплекс. Нам есть чем гордиться, есть что показать. У нас мощнейший аграрный университет, у нас мощнейшие ученые, профессорско-преподавательский состав. Мы готовы абсолютно ответить за продовольственную безопасность, как минимум в своем регионе, в Центральном федеральном округе, по ряду направлений. Что мы должны делать? Поэтому на встрече с президентом, на своей крайней, которая у меня была 9 числа, я просто говорил о наших достижениях по 2014 году. АПК должен стать одной из точек экономического роста. В Орловском регионе все возможности для этого есть. Российская Федерация абсолютно спокойно может справиться с ситуацией по продовольственной безопасности. Сегодня этот вопрос не стоит остро, но у нас стоит очень острый вопрос по переработке той сельхозпродукции, которую мы выращиваем. Вот эти мероприятия, которые ежегодно здесь проходят, сейчас 19-й раз, доказывают, что нам надо как можно больше сосредоточить внимание на перерабатывающей промышленности, той продукции, которую у нас здесь выращивают наши товары сельхозпроизводители. С гордостью мы можем представить свои разработки. И вот это обоюдное обогащение опыта именно науки и производства дает хорошую урожайность. А в итоге это заработная плата, это налоги, это прибыль наших представителей агропромышленного комплекса. И, конечно, мы, органы исполнительной законодательной власти, всегда будем поддерживать как науку, так и наших сельхозтоваропроизводителей. История одной из старейших сельхозстанций началась еще в 19 веке. Как и 100 лет назад, тут все подчинено науке. Шатиловка живет. Она является не только жемчужиной нашего района, но и жемчужиной России. Сельхозугодье Шатиловской станции – это более 3500 гектаров. В первую очередь интерес здесь для тех, кто занимается разведением дальше сортов и продвижением этих сортов, скажем так, в товарную часть нашего рынка. Благодаря вот тем ученым, которые здесь сеют свои семена на делянках, мы видим, какие сорта лучше, какие хуже, какие зимуют лучше, какие, переносят жару. Это северная соя, по-другому люпин. Директор Всероссийского НИИ Александр Артюхов говорит о перспективе люпиноводства в нашей стране. Орловщина, например, в разы увеличила площади этой культуры, доведя ее почти до 40 тысяч гектаров. Те, кто начинают заниматься люпином, начинают получать озимой пшеницы на тонну больше урожайность только из-за того, что они сеют ее после люпина. Многие уезжали с заключенными договорами на поставку элитных семян, чтобы внедрять у себя последние новинки селекционеров. Напоминать о Дне поля 2015 гостям будут награды. Их вручили Вадим Потомский и Мурат Зязиков. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».